Дата сегодня. Заслуженный артист России, актер Русского театра имени Пушкина Эдвардас Купшис отмечает свое 75-летие. Сыграл более 130 ролей, за каждой из которых неповторимая линия судьбы. Зрители с теплотой помнят его роли в спектаклях «Эзоп», а поутру они проснулись, мы ниже подписавшиеся. С ведущим артистом театра и любимцем публики встретилась моя коллега Катерина Винокурова. Яркий актерский талант заложен в Эдвардасе самой природой. Уже в детстве ему пророчили судьбу артиста. С этого все началось. Всяких петухов, зайчиков, все играл. А потом началось уже в старших классах. Это было уже такая серьезные работы, большие пьесы, большие роли были. Там уже был успех. Вот эта творческая жизнь, она не прекратилась. Я в армию пошел 2 года, но там не прекращалась. В конце 70-х тогда еще молодой артист загорелся желанием путешествовать. Так судьба забросила Эдвардаса в далекую холодную Якутию, и путешествие в которой длится вот уже почти 50 лет. На юг я не поехал, потому что я боюсь змей. И мне написали друзья там из театра, что говорят, заходишь в библиотеку, а на книгах змеи так ползают. Я говорю, спасибо, все. А из Якутска вот пришло подтверждение, что приглашают. Ну, думаю, поеду, как увидел, 46 градусов по телевизору. Думаю, куда я поехал? Но поеду. Ну, через полгода я хотел уехать уже, вот так я ощущал. Остался чисто, вот опять вернулся я к театру. И вот это получилась такая смесь вот этого, моего желания путешествовать и творческая жизнь, которая началась, потому что мы приехали вместе с Келе Пеле, с нашим знаменитым режиссером, и вот 12 лет это была такая творческая жизнь, такая наполненная, такая, что от которой уже мой организм, мои мысли, моя голова уже не могла отказаться никогда, конечно. Нашему герою посчастливилось в свое время учиться и поработать с мастерами сцены, выдающимися артистами своей эпохи Валентином Антоновым, Ниной Константиновой, Александром Кузнецовым. За всю творческую деятельность в Якутске Эдвардасом сыграно свыше 100 ролей. Из всего этого списка для артиста нет любимых или особенных, но есть такие, которые живут в нем, которым сопереживаешь, которые наполняют. Я привожу всегда такой пример «Эзоп». Когда это даже грим занимал где-то 3 часа. И вот весь спектакль – это сплошные переживания, сплошная борьба внутренняя человека с самим собой, с жизнью. То есть вот это оставляет, это не покидает твой организм. И я сейчас чувствую, вот я бы вышел сейчас, я бы сыграл его, не думаю. У него какая-то невероятная харизма. Вот чего я не могу до сих пор понять, как он умудряется совмещать в себе вот это, такой вот легкий наигрыш и при этом абсолютную органику. Ты, сидя в зале, ты веришь ему на 100%, никогда не сомневаешься. Вот я пока так не могу. Он это умеет и делает это мастерски. Он как рыба в воде в своей профессии. Вот он был, по-моему, рожден для этой профессии, поэтому это не просто украшение нашего театра, это гордость нашего театра. И, наверное, мало таких людей, которые не знают вообще Эдвардаса Купшиса, когда они спрашивают, откуда вы, где вы работаете. И когда говоришь, что в театре, они: «О, а вы знаете Купшиса?» Я говорю, конечно, ну как. Несмотря на все серьезные и глубокие роли, Эдвардас являлся и комедийным актером. Так он настолько полюбился зрителям в роли Карлсона, что после каждого спектакля уходил со сцены с пакетами и коробками конфет. А среди маленьких зрителей в то время был артист Александр Сердюков, который сегодня сам исполняет эту роль. Моя тетя Татьяна Васильевна повела меня на спектакль «Малыш и Карлсон». Я не помню, какой был год, но я был очень маленький, мне было там лет 5-6. И вот тогда на сцене Русского драматического театра я увидел нашего дорогого, знаменитого Эдвардаса Купшиса в роли Карлсона. Спектакль был окончен, шоколадки артистам были подарены, и мы с тетей пошли в Универсам через дорогу на улице Ярославского. И вдруг, к моему изумлению, я смотрю на кассе, то есть спустя буквально минут 20-30 после окончания спектакля, стоит тот самый Карлсон, уже, извините, по гражданке, покупает там хлеб, колбаску. Я говорю, тетя Таня, говорю, вот Карлсон же, который на сцене играл.
А моя тетя достаточно суровых правил и говорит, что ты выдумываешь, негодяй. Никаких Карлсонов в жизни не существует. И кто бы знал, что много лет спустя я буду стоять на этой же самой сцене и, собственно, воплощать ту же самую роль. Непредвиденные ситуации возникают с нами постоянно, и артисты не исключение. Вот и курьезных историй на сцене и за кулисами не счесть. Вот самый страшный сон у актера, когда белый лист, у меня вылетает текст. И я понимаю, что мне нужно говорить, мне нужно прийти к реплике. Я начинаю нести всякую, извините, ахинею, все, что угодно говорю. Вот, смотрю на Эдиса, у Эдиса начинают глаза расширяться. Я, видно, от безысходности, типа, помоги мне, стою перед ним на колени, ему еще хуже становится. Он начинает от меня пятиться. Я к нему, я уже хватаюсь за его коленки. Он от меня, я к нему, он от меня. Его прижал уже к спинке кровати. И тут я вспоминаю эту реплику, ему даю. И мы оба... Господи, продолжаем у него. Я чувствовал, он весь потный, все, вот такой вот смотрит на меня. Я тоже на него, но, слава богу, спектакль дальше пошел, все прошло замечательно, просто великолепно. Очень много смешных историй таких, когда пистолет не выстреливает. Надо выйти из положения, потому что актрису надо уже убрать. Все, умереть она должна, говорит. Выходит актер, говорит, она утопилась. В это время выстрел, бах, и застрелилась. Вот такие курьезы. Зрители очень любят его за каждую из ролей. И за потрясающего Савельича в «Капитанской дочке», и за самого Беринга в «Созвездии Марии». Для труппы Русского театра должно быть большой честью работать с таким артистом. А для нас иметь возможность пообщаться. Здоровья вам, дорогой мастер, оваций и самого радушного зрителя. Это счастье иметь одну профессию. Я люблю залом общаться. Тогда очень хорошая связь. И такая отдача, и зритель к тебе тогда относится еще как бы благожелательно. Катерина Винокурова, Григорий Хлопков, Якутск.